Солдаты милосердия. Научно-практическая конференция под таким названием прошла в Ингушском государственном университете. В ней приняли участие студенты первого и второго курсов медицинского факультета. Мастер-классы, тренинги и конкурс на лучшее изделие декоративно-прикладного искусства в репортаже Хавы Гагиевой. Глубокий вдох, глубокий выдох. Спокойно. И это нам покажет его жизненную емкость легких. И вот результат. И пациент полностью здоров. А значит, можно переходить на осмотр в другую точку. Своего рода диспансеризация, которую проводят студенты-медики Ингушского государственного университета. Здесь можно не только проверить свое здоровье, но и узнать резус-фактор. Мобильная группа готова. Смотри, агглютинация произошла. Тут не произошла, тут произошла. Следовательно, вторая положительная. Если бы тут у тебя не произошла, а тут бы произошла агглютинация, тут бы не произошла агглютинация, у тебя была бы третья положительная. Если бы тут агглютинация произошла, не произошла бы, у тебя была бы вторая отрицательная. Скучать здесь явно нет времени. Пока одни заняты проверками, другие не упускают возможности научиться самому оказывать первую помощь. В течение 10 секунд мы не наблюдаем наличие у пациента дыхания, то мы приступаем к сердечно-легочной реанимации. Для этого нам необходимо найти точку для приложения наибольшего давления. Вот это середина грудины, где-то в области середины грудины, и мы начинаем делать компрессии, 30 компрессий и 2 вдувания. Каждый мастер-класс и тренинг проходит в рамках мероприятия «Солдаты милосердия», которое было организовано студентами медицинского факультета Ингушского госуниверситета. На кафедре «Нормальная физиология» прошла научно-практическая конференция, в которой приняли участие более 20 студентов первого и второго курсов. В рамках данного мероприятия проходит презентация статейного материала нашими студентами. Это играет огромное значение для их профессионального развития, потому что наука и медицина, они неразрывно связаны между собой. И проходя обучение на медицинском факультете, они не становятся врачами, специалистами. У них идет дальнейшее развитие. Это ординатура, аспирантура. И при прохождении каждого повышения вот этой своей квалификации, повышения профессионального роста, они обязаны заниматься научной деятельностью. И как раз-таки на втором курсе на кафедре вот нашей нормальной физиологии мы проводим такие конференции с предоставлением материала, которые в дальнейшем им помогут в их развитии. Помимо этого, такие мероприятия являются площадкой для обмена опытом студентов. В числе тех участников и Жанати Цычоева. Девушка учится на втором курсе и тему для своего рассмотрения выбрала достаточно интересную. Студентка признается, что возможность участвовать в подобных мероприятиях мотивирует на нечто большее. Я выступала с рефератом на тему гематоэнцефалический барьер. Пришло достаточно людей. Конференция проходит очень интересно, познавательно. Студенты, пришедшие на конференцию, задают нам много интересных вопросов и узнают для себя много познавательного. Мы же отвечаем и помогаем им в освоении материала, который мы даем своим рефератам. Главной целью семинара является развитие ценностного отношения обучающихся к человеческой жизни как абсолютной и безусловной ценности к людям, защищающим и спасающим жизни других людей, развитие чувства самопереживания и сострадания. «Солдаты милосердия» стало уже доброй традицией для Ингушского государственного университета. Организаторы стараются максимально сделать так, чтобы студентам было интересно и привлекать как можно больше учащихся. И поэтому на самом деле для нас это очень важно, чтобы пополнять свои знания, закреплять то, что мы знаем, потому что реально тут это можно все сделать, попробовать, увидеть и поучаствовать во всем этом. Кстати, будущие медики любят не только учиться, но и творить. Так, в рамках мероприятия здесь провели конкурс рисунков и поделок. Всего представлено более 50 работ. Все работы, безусловно, были очень красивые, оригинальные, но мне кажется, по моему мнению, отдельного внимания заслуживает работа под номером 40. За нее я сейчас и буду голосовать. А почему именно эта работа понравилась? Она такая красочная, яркая, и мне очень понравилось также оформление. Мероприятие завершилось тематическим брейн-рингом. Победители получили приятные презенты. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев. Новости 24.